Друзья, доброе утро. Вот хочу вам показать свои фотографии, какие у меня есть с детства, ну и дальше. Меня давно просили, и вот решила показать. Здесь мне 3 годика. А здесь уже лет 7-8, наверное. Правда, у меня очень мало фотографий, друзья, так что какие уж сохранились, какие есть. И они в основном в плачевном состоянии. Это мы летом с подружками ходили помогать своим мамам собирать картошку. Вот. Так, сейчас будет фотография. Школьная моя фотография. Это у нас учитель, тогда было НВП, начальной военной подготовки. И 3 мои одноклассницы. Так. Ну, это я уже постарше. Мне тут лет, ну так, по-моему, 17-18. Так, здесь я уже замужем. Здесь мне уже, наверное, лет сколько. Ну, когда это только замужем, да, лет 19 мне здесь. Здесь тоже мне лет 17-18, еще молоденькая. Так, это уже, видите, у меня дочка и сын есть здесь. Это мой муж, заловка и племянница моего мужа. Это вот молодая семья у нас. Это я со старшей дочкой. Танзиле тогда, по-моему, где-то годик. Это я с племянником. Не видно племянника, да? Не получилось снять нормально. Это я еще не замужем, тоже девочка, просто косынку так одела. Это тоже я еще не замужем, но тут мне лет, ну да, где-то 18, еще 19 лет, потому что в 19 я вышла замуж. Здесь мне лет 18. Ну, это уже я невеста, как говорится. Мне, правда, очень не шел свадебный наряд. Не знаю почему. Не люблю свои свадебные фотографии. Это мы с мужем. Тоже молоденький. И я молодая, и он молодой. У нас 3 года разницы между нами была. Мне 19 было, ему 22. Это тоже, ну, первое время после вот замужества, буквально там неделька, наверное, как я вышла замуж. Тогда у нас так это делалось. После недели ездили куда-то в город, фотографировались, ну и все такое. Это уже такая любительская фотография. Это у меня старшая дочка и старший сын. Во дворе у нас еще тогда. Я, конечно, после родов сразу прибавила в весе. Но это старшая дочка моя, ей тут 1,5 месяца. Мама и я, как видите, тоже молоденькая. И мама у меня молодая. Ну, это тоже молодая семья. У меня 2 детей уже. Это мой свекор, свекровь и мой муж. Ну, и я, конечно. Воспоминания нахлынули, конечно. Так, это мы с мужем и с дочкой, со старшей. Ну, по-моему, и сын еще тогда был, но у нас фотография только с девочкой. Это годика 3, как мы женаты. А это уже последние наши практически фотографии с мужем вместе. Это моему младшенькому Ибрашке было где-то годик. Это я уже больна, хоть и не хочется говорить о болезни, поэтому так сижу еле-еле. Это уже, когда мы здесь живем, уже после смерти мужа. Это моя сноха, брат и жена, и я. Тоже любительские фотографии, просто дома снятые. Здесь я где-то на свадьбе тоже еще, когда Ибрашки. Но это тоже после смерти мужа. Ибрашки тут годика 3, наверное.
кого-то в гостях на свадьбе были, не помню точно у кого. Это вот уже Ибрашке лет 7. Мы где-то ездили просто на аттракционы. Что тут еще? Это уже у меня первый внучок. Тоже во дворе. Еще у нас нет даже заборов, нет ничего. Это первое время. Вот. Просто как мы тут начали жить. Это уже свадьба у моей двоюродной сестры. В Чечне женился сын. Это в Грозном. Мы ездили вот на свадьбу. Это мои племянники, мама моя, сестра, дочка моя. Это еще вот был жив мой муж. Это мой муж, это его двоюродный брат, старшая дочка моя, двоюродная сестра моего мужа и дочка ее. Это мы с мужем. Это давнишний, давнишний и так, конечно, давнишний. Это просто еще когда мы жили в том селе, давние фотографии, короче. Счастливые, когда были. Это мой муж, моя старшая заловка и я. Тоже счастливые, веселые. Но все это закончилось. Тут мой муж со своими сестрами. Тоже было времечко. Вообще его и сестры, и двоюродные сестры очень любили. Но он был такой компанейский парень, конечно. Это тоже вот наша семья. Заловки мои, племянницы. Мой муж. Это моя мама, я и мой племянник, старший сын моей сестры. Он сейчас живет у нас в Сочи. Это я. Это я в своем магазинчике. У меня был такой магазинчик в Назране, маленький. Это вот под Новый год. Там снятая фотография. Это, конечно, я, моя сестра, брата, жена и моя старшая дочь. Куда-то мы на свадьбу ездили, не помню, куда-то собирались ехать на свадьбу и сфотографировались. Это мама моя, сестра и я. Так, это вот у нас перед свадьбой мы просто фотографировались, примеряли ее наряды. Вот это вот платье, которое сейчас на ней, она должна одеть уже после первого платья, после белого платья. Это моя сестра, мама и я там с дочкой. А это уже вот свадебные фотографии. Тоже это до свадьбы, просто такая фотосессия. Это уже у нее белый наряд на первый день. А розовый наряд моя дочка одела на второй день уже. Это, мама. Это я и моя дочка. Тоже, эти все фотографии досвадебные. На свадьбе мы просто не фотографировались. У нас не получается это фотографироваться. Все, что сейчас идет, это вот предсвадебные фотографии. В субботу, в воскресенье у нас обычно свадьба, это суббота. Это вот две мои дочери и я. Это двоюродная сестра моего мужа, любимая сестра была она его, и дочка, и я. Все вот эти фотографии свадебные именно с дочкой у меня, вот где у нас, это уже до свадьбы. А вот это уже, она уже вышла замуж, это у них уже в доме жениха. Это ее коллеги вот пришли к ней, видимо, учительницы. Она у меня работала учительницей. Это вот так. А это вот дядя, если кто смотрел, дядя моего мужа, который мне вот столько помогал. Его с нами тоже нет уже больше года. Тоже для моей семьи большая потеря. Это давнишняя фотография, это мой маленький Ибрашка и Танзила. Это Ибрашке тут годик примерно. Тоже счастливое время. Вот это на Новый год Ибрашка, где-то в классе 2, наверное.
был королем у нас. Прикид такой у него был. Это мой внучок, тоже в таком национальном наряде. А это мои внученьки Годик, я у них в гостях. Ну, на этом все, друзья. У меня уже больше нет фотографий. Спасибо вам. Извините, что такой скудный у меня фотоальбом получился. Ну, может, какое-то представление об мне будете